Всем привет! Меня зовут Раиса Зубарева, я представляю движение «За независимость Саха», и сегодня у нас очередной выпуск новостей. Первая новость, которую бы я сегодня хотела с вами обсудить, это судебное разбирательство между Северо-Восточным фондом помощи и поддержки Донбасса и некой общественной организацией, вернее обществом с ограниченной ответственностью БИТ-21. Давайте посмотрим. Телеграм-каналы сообщили о судебном разбирательстве между Северо-Восточным фондом помощи и поддержки Донбасса и обществом с ограниченной ответственностью БИТ-21. Суть спора – два контракта на общую сумму 10,4 миллиона рублей, заключенные в конце 2023 и начале 2024 года. Согласно договору, БИТ-21 должен был в сжатые сроки привлечь почти 30 человек на контрактную службу в российскую армию. Фонд даже перечислил подрядчику авансы – почти 5,4 миллиона рублей. Но, как позже выяснилось, работы не были выполнены, акты не подписаны, обязательства не исполнены. Суд установил, что компания не представила никаких доказательств выполнения работ именно по этим договорам. Все заявленные результаты относились к другим контрактам. В итоге 3 апреля 2025 года суд взыскал с общества с ограниченной ответственностью БИТ-21 всю сумму долга в пользу фонда. Давайте мы немного с вами разберемся. Фонд был создан в 2022 году осенью, то есть практически сразу же после объявления так называемой частичной мобилизации. За 3 года сборы в фонд выросли больше, чем в 12 раз. В 2022 году фонд собрал 36 миллионов рублей, в 2024 году он собрал уже 457 миллионов рублей, то есть в 12 раз выше, чем 2 годами ранее. С сентября 2024 года у фонда новый директор Георгий Куркутов. Все его помнят, я надеюсь. С 2009 по 2011 год Георгий Куркутов занимал пост министра по молодежной политике. Затем он стал заместителем руководителя администрации президента и правительства Республики Саха. Знаменит Георгий Куркутов тем, что однажды был пойман во время пьяной езды. Вернее, он совершил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и место аварии покинул. Потом заявил всем, что за рулем был не он, а его родной брат. После этого появилось определение в народе, так называемый куркутинг, то есть пьяный чиновник за рулем. Сейчас этот человек занимается сбором денег на войну. Через его руки проходят сотни миллионов рублей. Вместе с ним учредителями фонда являются Ассоциация ветеранов боевых действий, некто Гребенников Николай, Ассамблея народов Республики Саха, это Александр Подголов, и Организация развития социальной поддержки и защиты граждан ИЛСЮБЕ, некий Осипов Петр. Я считаю, что по каждому из них отдельно нужно делать расследование. Для чего это нужно? Для того, чтобы определить, в каких коррупционных скандалах были замешаны каждый из них. Почему я так говорю? Потому что предыдущий учредитель этого фонда помощи Донбассу, Михаил Павлов, является фигурантом уголовного дела по статье за мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями. Тем, кто не знает, я скажу, что Павлов много лет возглавлял предприятие «Сахабулт». И в 2023 году Следственный комитет начал расследовать аферу на этом предприятии на сумму более 130 миллионов рублей. После этого он становится учредителем фонда, который собирает деньги на войну. Поэтому по каждому из учредителей фонда, из руководства фонда нужно проводить отдельное расследование, выяснять, кто и в каких аферах принимал участие. У меня в связи с этим возникает вопрос: где отчеты данного фонда? Кто-нибудь из нас, кто-нибудь из вас, из наших зрителей, видел ли эти отчеты вообще в глаза? Почему я так спрашиваю? Потому что деньги собираются с жителей Республики Саха насильно. А если они собирают деньги, то они обязаны отчитываться за каждый полученный и потраченный рубль. Это вопрос, конечно же, риторический. Понятно, что никакого отчета нет,
никакого отчета не будет, потому что эта структура подконтрольная самому Айсену Николаеву. Самое циничное из того, что мы узнали из этого дела, это то, что за отправку людей на войну, вернее на смерть, рекрутерам платят деньги. В этом деле рекрутером является общество с ограниченной ответственностью БИТ-21, а вернее некий Слепцов. Согласно делу, этот Слепцов за каждого человека, отправленного на войну, получал почти 200 тысяч рублей. 200 тысяч за жизнь. 5-6 человек, и миллион у него в кармане уже был. Этот Слепцов такой же волонтер, каким, например, был Аил Джулурха. По сути, такие рекрутеры– это такие трупоеды. Они кормятся на смертях людей. Они на этом зарабатывают. Они знают, что отправленный человек обязательно умрет, отправленный на войну, и все равно этих людей отправляют. БИТ-21– это абыйская компания. Сергей Слепцов, еще раз повторю, ее возглавляет. Одной рукой он собирал на войну трусы и варежки, чтобы, в кавычках, наши мальчики не мерзли, да? А другой рукой он зарабатывал на их смертях. И этим занимаются все волонтерские организации. Например, в такой же волонтерской организации и работал, и ею руководил Аил Джулурха. Я считаю, что все те люди, которые занимаются отправкой на войну, и рекрутеры, и этот фонд, и все его учредители, и подобные им фонды, они должны быть после войны наказаны, люстрированы. Ну и вторая новость у нас, одна из самых актуальных, это паводок. В Среднеколымском районе весенний паводок достиг критических значений. Уровень воды утром 22 мая составил 1237 сантиметров. Это на 37 сантиметров выше опасного порога. Затор ниже по течению не удается ликвидировать уже несколько дней, несмотря на 6 попыток его взорвать. В зоне подтопления уже оказались 12 дворов, 52 человека, включая 4 детей. Вода захватила 65% взлетной полосы аэропорта Среднеколымска и часть дороги на Налимск. И это еще не предел. Гидрологи прогнозируют дальнейший рост уровня на 10-20 сантиметров в сутки. Аэропорт Среднеколымска временно закрыт. На сегодняшний день режим ЧС в Среднеколымске снят. Уровни воды упали. Вода из Среднеколымска ушла. Вообще я хочу сказать, что паводок в республике– это вообще очень старая проблема. Взрывы льда– это, по сути, мартышкин труд. Для того, чтобы избежать ежегодных наводнений, для того, чтобы избежать ежегодных волнений по поводу того, затопит нас в очередной раз или нет, нужна большая программа государственная, нужна большая системная работа, которая будет включать в себя строительство, например, и реконструкцию защитных дамб, защитных сооружений, водоотводных каналов. Например, можно будет использовать и какие-то новейшие технологии, которые применяются в западных странах. Мобильные надувные валы, например, как в Канаде, плотины-рассекатели или даже ледорезы. А еще можно будет построить временные водохранилища или обустраивать искусственные пойменные территории. Нет проблем для того, кто хочет работать, и для того, кто заботится о благополучии людей. Все остальное, повторюсь, мартышкин труд. Как бы мы ни взрывали лед ежегодно, этим стихию контролировать, к сожалению, невозможно. К решению проблемы нужно подходить системно и на государственном уровне. Ну и на этом фоне у нас опять новость о том, как паромщики обогащаются на переправе. На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях внедрена новая система расчета тарифов. Давайте посмотрим. На паромной переправе Якутск, Нижний Бестях, внедрена новая система расчета тарифа. Теперь цену за переправу определяют по длине автомобиля. Сотрудники парома с рулетками измеряют каждый транспорт, а за каждого пассажира просят отдельно 350 рублей. Toyota Gaia – 1400 рублей. Вокси – 1600. Больше – плати больше. Максимальный тариф для больших грузов массой свыше 30 тонн – 14 800 рублей. И за мотоцикл 300 рублей. Эта проблема тоже не новая. Этой проблеме уже не один десяток лет. Видите, какой контраст? У нас государство не способно контролировать паводок ежегодный, зато оперативно организовывает ручную тарификацию на переправе.
Государство не может защитить людей от паводка, но может стричь рубли с каждой машины. Еще одна новость, она из разряда казусных. Это новость о том, что машину закатали в бетон при проведении дворового ремонта. Давайте посмотрим. В Якутске машину закатали в бетон. Буквально. На фото реальный результат ремонта дворовой территории. Автомобиль закатанный в свежий бетон. Да, не убрали, не эвакуировали, не огородили. Просто залили вокруг. Судя по всему, решили. Мешает, значит, встроим. Получилось и дешево, и сердито. Особенно для владельца машины. То, что это кто-то принял и оплатил, вызывает отдельное восхищение. Интересно, сколько еще таких объектов лежит под бетоном. Вообще эта новость, она на самом деле не удивительная. Эта новость говорит о том, насколько наши управляющие компании, наши подрядные организации заботятся и о своей репутации, и о благополучии жителей города Якутск. Эта новость показывает о том, насколько халатно люди относятся к своей работе. Халатно настолько, что не соблюдаются никакие меры предосторожности, не соблюдаются, не учитываются никакие детали, не проводится никакая дополнительная работа. Кстати, это то же самое, что вот, например, на днях горело строящееся здание школы номер 1 в городе Якутске. Здесь практически можно провести параллель. И тут, и там абсолютно безответственно относятся не только к своей работе, но и к имуществу, и к своему, и к чужому. Здесь вообще у меня возникает вопрос. Почему эти новости никак не комментируются? Почему эти новости не вызывают общественного резонанса? Люди настолько привыкли к тому, что все делается похабно и, значит, безалаберно, что они просто никак не комментируют, никак не обращают внимания на то, что происходит вокруг них. Очень удивительно, почему люди обращают внимание на фотосессию жены Трескова и не обращают внимания на то, что происходит у них во дворах, у них за окном. Это понятно, что семья Трескова, якутского чиновника, вызывает интерес. Все мы знаем, кто такой Игорь Тресков. Все мы знаем, что он работал начальником департамента имущественных отношений. Поговаривает, что Тресков заработал огромную кучу денег на взятках в Якутске, когда еще был начальником департамента. И говорят, что эта взятка составляла 500 тысяч рублей. Поэтому Игоря называли не иначе, как Игорь 500. Вот. Но в нынешний момент этот человек находится вместе со своей семьей в Москве. Они живут там. Они живут там, работают там, зарабатывают там. Насколько я смогла понять, у этой женщины свои какие-то бизнесы, связанные со здоровьем, с психологией. И никакого отношения вообще к Республике Саха она не имеет сейчас. Поэтому очень бы хотелось, чтобы жители Республики Саха обращали внимание больше на то, что происходит внутри Республики Саха. А то получается, что мы как большая деревня обсуждаем сплетни, вместо того, чтобы обсуждать то, что происходит сегодня на самом деле у нас в Республике Саха. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обсуждайте, комментируйте. И, как обычно, под этим видео я оставляю все способы для того, чтобы помочь продвижению нашего канала и работе нашего движения. Спасибо огромное. До скорых встреч.